В России начали действовать новые правила обращения в страховую компанию по ОСАГО при ДТП. Вы креативные и амбициозные? Тогда вам к нам. Сибайское телевидение объявляет кастинг на должность журналиста. Первый раз в первый класс и за руль автомобиля. Секция картинга у ребят становится все более популярной. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. В России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО. Новые правила устанавливают порядок обращения в страховую компанию по ОСАГО при ДТП с участием более 2 автомобилей, разъяснили в Российском союзе автостраховщиков. Теперь система прямого возмещения убытков, когда потерпевший идет за возмещением в страховую компанию, с которой заключал договор ОСАГО, действует в отношении ДТП с участием более 2 автомобилей. То есть в этих случаях потерпевшие теперь обязаны обращаться в так называемую свою страховую компанию. Это правило действует, когда не причинен вред здоровью или жизни людей или иному имуществу, кроме автомобилей участников ДТП. До этого момента система прямого возмещения убытков действовала в том случае, если участниками аварии являлись только 2 автомобиля, напомнили в Российском союзе автостраховщиков. А также пояснили, что система действует следующим образом. Страховщик потерпевшего выплачивает ему деньги или производит ремонт, а затем обращается к страховщику причинителя вреда, чтобы тот компенсировал эти расходы. Прямое возмещение убытков возможно только в том случае, если ответственность всех участников ДТП застрахована по договорам ОСАГО. Система прямого возмещения убытков действует в России с 1 марта 2009 года. За период с 1 марта 2009 года по 31 июня 2017 года в рамках системы потерпевшим было выплачено почти 320 миллиардов рублей. Продолжается Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. На днях в рамках нее на территории ГИБДД города Сибай прошел урок для ребят из секции картинга станции юных техников. Мальчишки смогли не только продемонстрировать свои навыки вождения инспектором ДПС, но и воочию увидеть, чем заканчивается пренебрежение правилами дорожного движения. Рев мотора, соответствующая экипировка, а самое главное – решительный настрой. Глядя на этих ребят, на миг забываешь, что находишься на обычном уроке секции картинга, а не на каких-нибудь соревнованиях профессиональных гонщиков. Да и кажется, что мальчишки, садясь за руль, тоже расправляют плечи и далеко не ощущают себя на свои 7-14 лет. Секция картинга на базе станции юных техников работает давно. И с каждым годом все больше ребят проявляют интерес к этому виду дополнительного образования. Мне нравится, я 2 года хожу. Мне нравится на машинах кататься. 2 года хожу. Интересно просто. Ездить интересно. Мне нравится кататься, изучать правила дорожного движения. Я хожу сюда уже 2 года. Мне очень нравится. Нравится вождение на картинге. И все. Вы что изучаете? Знаки, как кататься правильно. Дети посещают с интересом, любят технику. Ходят те, которые любят технику. Создан кружок для того, чтобы это как общеразвивающий. Прививаем любовь к технике, знанием правил дорожного движения, ремонт, обслуживание, содержать в чистоте, порядке транспорт. В будущем они будут иметь транспорт свой, чтобы заранее они умели это все делать, знали устройство картинга, устройство двигателя, все полностью. Вот для этого мы и занимаемся с ними. В распоряжении мальчишек всего 1 картинг, еще 1 на ремонте. Но, как отмечает педагог Рамиль Казакбаев, им этого хватает, несмотря на то, что секцию сегодня посещает около 90 ребят. Их поделили на группы, составили график, и на вождение уделяется по 2 часа ежедневно. Конечно, новоиспеченного воспитанника не сразу допускают к вождению. Предварительно он получает всю необходимую теоретическую базу. Мы их сразу, конечно, естественно, за руль сразу не сажаем. Мы его на весу. Ставим на подставки, заводим двигатель, все, они на весу, я им объясняю, рассказываю, что нужно делать, как завести, с какой стороны садиться, посадка, высадка. И потом только уже, после как они мне показывают правильное все движение, правильные действия, я их потом разрешаю только уже на первой передаче выезжать потихонечку.
Обычно занятия секции картинга проходят на территории лицея номер 9, но на этот раз в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения ребят пригласили покататься на площадке местного отделения ГИБДД. После урока для них была проведена экскурсия по штрафстоянке, на которой находятся сотни машин, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. В одном случае водитель сел пьяным за руль, в другом не уступил дорогу. Здесь у каждого автомобиля своя история. Разбитые стекла, груда железа от когда-то элитной иномарки, смятый в лепешку капот. Увиденное для мальчишек стало лучше 1000 слов. Они воочию убедились, чем грозит нарушение правил, и пообещали полицейским, что будут законопослушными участниками дорожного движения. Лена Кириллова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова для службы новостей. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России номер 37 по Республике Башкортостан сообщает о передаче на массовую печать налоговых уведомлений. По итогам проведенных расчетов ожидается рост сумм по имущественному и земельному налогам. Он связан с применением новой кадастровой оценки по земельным участкам и объектам недвижимости. Подробнее в специальном интервью в нашей программе. Напоминаем, что вопросы кадастровой оценки не подведомственны налоговому органу, и для уточнения оценки на текущий период вы можете воспользоваться официальным сайтом Федеральной службы кадастра и картографии, либо обратиться к ним лично. Также с 1 января 2016 года расчет налога на имущество проводится с применением коэффициента 0,4, согласно статье 408 Налогового кодекса Российской Федерации. Категории льгот по сравнению с налоговым периодом 2015 года остались без изменения. Пользователи личного кабинета уже сейчас могут проверить свои суммы исчисленного налога и осуществить оплату имущественных налогов, не выходя из дома. Также напоминаем, что пользователям личного кабинета, не проставившим отказ от электронного документооборота, направление сводного налогоуведомления в бумажном виде осуществляться не будет. Данные уведомления будут направлены в электронном виде. К новостям спорта. Минувшие выходные выдались плодотворными для спортсменов города. Выездные соревнования принесли сразу несколько призовых мест. С 21 по 24 сентября в городе Салават состоялось первенство Республики Башкортостан по баскетболу среди девушек и юношей 2004 года рождения. Участие в соревнованиях приняли и сибайские спортсмены по тренерствам Роберта Хамидуллина, Натальи Ефимовой, Олега Филиппова и Арсена Хамидуллина. Команда девушек детской юношеской спортивной школы и сборная команда юношей Центра детского творчества и спортивной школы заняли призовые места среди 5 женских и 10 мужских команд. В течение нескольких дней на базе Дворца спорта «Нефтехимик» проходили жаркие баталии. Спортсмены выкладывались по полной в борьбе за призовые места. В упорном соперничестве были выявлены лучшие коллективы. Сибайские юноши отстали от уфимских всего на несколько очков и заняли второе место на пьедестале. А вот девушки вырвались в лидеры и попали на зональный этап первенства России, который пройдет в ноябре 2017 года. Порадовали победами и юные спортсмены Ледового дворца «Ирандык». Воспитанники секции по шорт-треку съездили на открытое первенство спортивной школы Олимпийского резерва номер 1 города Уфа и привезли 6 призовых мест. В супердетском возрасте первые и вторые места заняли Тимур и Эрик Мухамедьяновы. В детском возрасте Полина Князева завоевала второе место. В младшем возрасте Зарина Арсланова, немного уступив сопернице, прибежала второй по счету. Такое же место получила и Мария Лисицына уже в группе старшего возраста. Кроме того, команда девочек в составе Марии Усковой, Зарины Арслановой и Полины Князевой показала третий результат в эстафете. Стоит отметить, что шорт-трек – один из динамично развивающихся видов спорта в нашем городе. Сегодня продолжается набор детей от 6 до 11 лет в группу начальной подготовки. И это вся информация на сегодня. Хотя нет, осталась еще одна главная новость дня. Сибайское телевидение объявляет кастинг на должность журналиста. И чтобы вы понимали, куда придете работать и в какой коллектив, давайте немного познакомимся. Сейчас мы находимся в съемочном павильоне. Именно здесь у нас проходят все прямые эфиры. И, как вы уже поняли, идет запись новостей. Пойдемте дальше. Буквально спустя пару метров мы попадаем в нашу творческую комнату.
Здесь у нас находится монтажный пост. И именно здесь работа корреспондентов и операторов приобретает свой завершенный вид. Здесь монтируются полноценные сюжеты, которые потом вы видите в своем эфире. Любовь Павловна Карпова, один из наших самых опытных видеоинженеров. Она здесь работает практически со дня основания Сибайской студии телерадиовещания. Любовь Павловна, пару слов молодым коллегам, что их здесь ждет? Мы ждем стойких, молодых, инициативных людей. Их ждет, в свою очередь, очень интересная работа, большое количество информации. Мы самые первые узнаем все городские новости. И коллектив у нас очень хороший. Спасибо за мнение. Но если говорить о стойкости и инициативности, вот как раз одним из таких корреспондентов является Ренат Музафаров. Вот он сейчас сидит здесь. Ренат, ты, по-моему, у нас около года, да, ведь работаешь? Да. То есть что для тебя работа на телевидении? Ну, работа на телевидении для меня это возможность быть в авангарде этого медийного процесса, во-первых, потому что, ну, наверное, ни для кого не секрет, что сегодня YouTube, вот эти все видео сервисы, они маленько перехватывают инициативу, перенимают. И не совсем понятно, во что это выльется. Сегодня для меня это возможность быть, во-первых, в авангарде этого процесса, потому что без телевидения, я думаю, современная медийная среда, она, в принципе, немыслима. Ну и, конечно, это расширить грани собственных возможностей, понять, на что я способен, в принципе. Это хороший способ побороть собственные внутренние комплексы, хочу я сказать. Да, очень хороший был ответ на вопрос, но теперь давайте проследуем к капитану нашего большого творческого корабля, к нашему директору. Мы все здесь находимся рядышком. Здесь вот у нас находится режиссер, здесь находится у нас бухгалтерия, ну а здесь, собственно, находится кабинет директора. Давайте знакомиться. Сегодня мы заходим без стука. Здравствуйте. Артур Камилович, мы объявили кастинг. Что ждет молодых корреспондентов, что мы им можем дать? Ну, вообще мы ждем к нам сотрудников креативного мышления. Кстати, хочу отметить, что возраст значения не имеет. И я думаю, что у каждого есть возможность реализовать себя как в творческом плане, также получать достойную заработную плату, работать в хорошем, качественном коллективе, в компании таких же креативных, мыслящих людей. Добро пожаловать всем! Если вы чувствуете, что это ваше, то приходите на наш кастинг, который состоится 2 октября в 15 часов по адресу Чайковского, 30. Мы ждем именно тебя.